Yeniden selamlarım herkesine. Kim GRT kanalının birlikte çeketir kendi yeni gününü. Programın bu payında adetçe bizde misafirlerimiz stüdyoda. Tanıdacağız sizi yeni bir türküyle Gagavuz dilinde. Nerede açarız yeni bir talantı, yeni bir yıldızı Gagavuzya'dan, Komrat kasabasından. Türkünün adı Kalinka. Çalacak bize Anna Maria Tarleva. O öğrenici İdeya Müzik stüdyosundan Angsa Kişinyov kasabasında çalışır. Hem bizimle birlikte mutlaka onun hem prodüseri hem yöndericisi varınca söylemeye yardımcı oluyor. Artist olmadığını Dima Dmitri Железогло. Bizim Gagavuz artistimiz. Misafirlerimizi selamlayalım. Laf edeceğiz biz Rus dilinde. Sabah hayır olsun Дима. Sabah hayır olsun. Доброе утро, Анна Мария. Доброе утро. Как ваше настроение? Чувствуется, что зима пришла? Чувствуется ли, что Новый год скоро вот-вот постучится к нам? Каждый декабрь – это насыщенный месяц, потому что у нас есть много выступлений, много концертов. В том числе мы готовимся для того, чтобы в новогоднюю ночь быть вместе с вами, с ГРТ. Поэтому еще увидимся в новогоднюю ночь. Да, ну а пока сегодня вы пришли к нам с предновогодним сюрпризом. Да, конечно. Анна Мария приготовила замечательную песню. Она называется «Калинка». Первая моя авторская песня на гагаузском языке. А вообще ли в вашем творчестве первая песня авторская? Нет, до этого еще была одна авторская песня моя. Она на русском языке. Называется «Здесь все мы дома». Вот, она очень красивая. Но я с ней почти не выступала. Почему решили создать песню именно на гагаузском языке? Потому что гагаузский язык – это мой родной язык, моя родина. И вот решили сделать гагаузскую песню. Вот. О чем рассказывает песня? О песне говорится, что одна красивая гагаузочка ищет своего любимого и обращается к Божьей коровке, что вот, помоги мне найти его. Да, я бы сказал, что это такая детская любовь. Как и все девочки, в основном, мне кажется, в маленьком возрасте мечтают о принце на белом коне, вот какой-то вот такой сказке. И вот нам эту идею помогли воплотить Gagavuz dilinde и передать вот какое-то такое детское желание в любви, вот как-то так. Да, у нас получилось классно, мне кажется. Да. Кто является автором и композитором? Да, автором слов, автором текста является Галина Донажи. Большое спасибо. С ней очень приятно работать. И, конечно же, автором музыки, всего музыкального продакшена это мы, то есть наша студия. И, конечно же, мой отец Василий Железогло, который пишет аранжировки, красивые гагаузские аранжировки. Галине Донаже, если скажем и напомним нашим тоже телезрителям, уроженка села Баурчи, да, проживает на сегодняшний день в Москве и пишет стихотворения, пишет песни для наших юных исполнительниц. Из Гагаузии были совместные проекты и с юными жительницами из Гайдар, из Баурчи. Ну, а сегодня вы, Анна Мария, представите одну из песен. Ну что, послушаем? Да, давайте. Да. Исполните? Да. Yolda buldum güzel bir böcecik, bana umut dünya verecek. Giyinip güzel dansa gideceğim, güzel yapı orada ayrıca.
уч, калинка. Уч, калинка, там bir güzelinka. Uç, kалинка, olacağım gelinka. Uç, kалинка. Uç, kалинка. Uç. Увидели мы образ Калинки. С чем ассоциируется название песни «Калинка»? С Божьей коровкой, которая хочет помочь Гагаузке найти своего любимого. Свой образ кто помог создать? Моя мама помогла мне его собрать, потому что в песне также говорится, что вот буду будущей невестой. Ну и вот такое платье красивое под этот образ. А в песне на самом ли деле были реальные моменты или больше выдуманных, на ваше усмотрение? Больше выдуманное. Как создался вообще вот этот союз? Анна-Мария, вы, отец как композитор, Галина Данаджи, как собрали все воедино? Все эти компоненты, да, как собрались. Ну, на самом деле, мы с Анной-Марией работаем первый год. Вот, я уверен, что у нас много-много всего впереди, и за этот год было достаточно много всего. Анна-Мария учится в нашей музыкальной студии, ID Music Studio. Она учит и помимо вокала, она занимается еще и фортепиано, она занималась еще и гитарой, то есть достаточно всеразвитый ребенок, так скажем, музыкально и не только. Анна-Мария очень творческая. Несмотря на свой возраст, достаточно много успехов у нее уже есть за спиной. И, конечно же, с таким ребенком работать одно удовольствие. И Анна-Мария вот, выпускает и на гагаузском песне. Помимо этого у нас есть еще и группа, где участвует Анна-Мария. То есть у нас достаточно насыщенное такое получилось сотрудничество. И год назад мы начали это. Честно, вот не помню, как это все начиналось, но достаточно быстро мы так влились в колею, поняли, что можем достичь вместе много всего. Калинку кто принес в ваше творчество? Да, Калинку я, конечно же, предложил маме изначально. То есть мы говорили с Ириной. Мама очень старается для Анны-Марии, поддерживает ее во всех начинаниях. Это очень важно, когда родители поддерживают, знаю по своему опыту. И вот принесли нам такой красивый текст. Галина Данаджи мне скинула. Я почитал, я сразу же подумал, что эта песня очень подходит для Анны-Марии и предложил. Вот и как-то так. То есть мы отталкивались, конечно же, от текста. И образ и саму историю создала авторка. Это Галина Данаджи. Поэтому вот мы попробуем сейчас этот образ воплотить и в песне воплотили. И, конечно же, планируем еще и клип заснять, где покажем гагаузскую культуру во всей красе. Замечательно. То есть продолжение замечательной истории будем ждать. Да, значит, ждем еще одного приглашения от вас, когда уже будет клип. На ваш взгляд, Дмитрий, насколько важно поддерживать молодых артистов в создании песни на родном языке? Очень важно, чтобы выпускались и гагаузские песни. Сейчас мы все знаем, что дети все меньше и меньше говорят на гагаузском. Культура – это единственная надежда для языка, я так считаю. И вот у меня есть братик не в возрасте с Анной-Марией, и он тоже говорит только на русском, и мы стараемся там иногда хотя бы пару словечек гагаузского слэма. То есть я думаю, что благодаря популяризации культуры можно, конечно же, сохранить язык и развивать его. Вот поэтому мы стараемся с Анной-Марией в том числе делать песни на гагаузском языке. Что важно учитывать при выборе исполнителя такого рода песен? Ну, важно учитывать, подходит ли исполнителю песня. То есть бывает очень классная песня,
текст шикарный, но не ложится на исполнителя. Такое часто бывает. С Анной-Марией таких проблем не было. Мы услышали, попробовали спеть. И это вот текст понравился, музыка, аранжировка тоже зародилась относительно процесса, то есть аранжировки занимает много времени, эта аранжировка, мы поставили все усилия, чтобы сделать ее быстрее и поинтереснее. И я думаю, как-то вот все компоненты сошлись, все звезды, так скажем, сошлись, чтобы песня вот прицепилась, приклеилась к Анне-Марии. Анна-Мария, как вы ранее сказали, и искусством увлечена, и творчеством. Если немножечко рассказать о себе, какие направления вам нравятся в искусство? Для начала меня зовут Анна-Мария, мне 11 лет. Я занимаюсь с 7 лет вокалом. Очень люблю играть на фортепиано, гитаре также. И катание на роликах. И чтением книг. Мечты какие? Моя мечта стать знаменитой вокалисткой, и дарить людям радость. Я принимала участие на больших и также маленьких сценах. Можем даже назвать и перечислить, да? Да, Crystal Pearl, там я занимала первое место. Несколько раз выступала в 2022 году и 2023. Это что за конкурс? Конкурс? Да, это конкурс. Это международный конкурс, где Анна-Мария победила. Да. Были еще конкурсы, были еще концерты. Расскажи, Анна-Мария. Также был еще один конкурс в Москве. Там, там я победила и вышла в финал. Он называется «Браво, артист». Я могла там петь с Татьяной Овсиенко. Это в Москве конкурс. Мы отказались, потому что было мало времени учить песни другие. И вот решила с Арлекино там выступить. Также получила первое место. Какие направления вам близки? Какие песни? Народные, современные, поп, классика? Что нравится? Я люблю петь современные песни и народные. Вот это, думаю, считается чуть как народная и как, молодежная. Очень красивая песня сама по себе. А так я люблю петь народные, поп-музыку и так. Есть кумиры? Кого слушаете? Что слушаете? Аллу Пугачеву слушаю. О. Да, потому что выступала с ее песней. Очень нравится, как она поет. В ее возрасте это достаточно достижение тоже петь так красиво. Потом Леди Гага иногда, слушаю ее. Очень красивые исполнительницы. Не знаю, я ими увлекаюсь. Слушаю их песни. Скажите, а участие в дуэте Юми как помогает вам расти? Что дает? Она помогает нам развиваться, получается, петь новые песни и помогает больше участвовать в концертах. Да, вот я хочу дополнить по поводу Юми. Это дуэт из двух талантливых учеников нашей студии. Это Анна-Мария Тарлева и Виктор Макан. Мы пишем специально для них авторские песни. Мы пишем на русском языке. И это более такие песни, нацеленные на подростковую аудиторию. Танцевальные, веселые. Благодаря этому проекту они поют про то, что переживают как раз сейчас в этот период, подростковый период. И, конечно, как Анна-Мария сказала, выступает как Юми на концертах и не только. То есть мы развиваем, помимо сольного проекта Анны-Марии, мы развиваем еще и как группу, как дуэт Юми. Юми. Дмитрий, гагаузское направление с Анной-Марией планируете развивать? Или это один проект и все, остановитесь на этом? Да, конечно, это только первая песня, только начало. В планах, как я и сказал, клип заснять на эту песню. Помимо этого мы хотим еще делать песни на гагаузском, гагаuz dilinde, на разную тематику, чтобы, конечно же, привлекать и сохранять культуру. Вам спасибо за участие. Вам большое спасибо. Вам тоже очень огромная благодарность, что
дали нам возможность тут побывать. И презентовать эту замечательную песню. Ну, а я бы хотела напомнить, что вместе с нами этим добрым утром были Дмитрий Железогло, креативный директор «Идея Музик Студио», и Анна-Мария Тарлева, учащиеся данной музыкальной студии. Презентовали мы новые песни на гагаузском языке. И, конечно, была возможность познакомиться с юной, начинающей, талантливой Анной Марией у нас в нашей студии. Программа продолжается. Оставайтесь с нами.